В эфире новости, в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого выпуска. Готовность выше, чем в прошлом году. В Якутии на охрану лесов от пожаров направлено более 2 миллиардов рублей. Снятие ограничений по приему воздушных судов. Аэропорт Черского начнет принимать самолеты типа Ан-24 с 1 октября. Котлы, проверенные якутским холодом. В Москве завершила свою работу международная выставка «Акватерм». Свыше 2 миллиардов рублей будет направлено в Якутии на охрану лесов от пожара в 2022 году. Об этом сообщил глава республики Айсан Николаев. По его словам, федеральное финансирование в Якутии увеличено в 5,6 раз. Увеличение в 2 раза есть и по линии республиканского бюджета. Он отметил, что главная задача – снизить не менее чем на 50% площадь, пройденную огнем в лесах Якутии. Сейчас по авиамониторингу в 4 раза увеличивается частота полетов, по наземным маршрутам в 8 раз. Более чем в 2 раза увеличена штатная численность лесопожарных формирований, авиалесоохраны и Якутлесресурса. Закуплена специализированная техника. Готовность оценивается выше, чем в прошлом году. В селе Барагонцы Усть-Алданского района открыли культурный центр имени Василия Никифорова Кюлюмнюр. В 3-этажном здании размещены учреждения Усть-Алданской улусной библиотеки и культурный центр. Общая площадь объекта более 3500 квадратных метров. Здесь созданы все комфортные условия для активной работы коллективов и отдыха посетителей. Напомним, что строительство одного из крупных объектов на селе, посвященных столетию образования Якутской ССР и 8-м спортивным играм народов Якутии, было начато в мае 2018 года. По графику строительных работ срок ввода в эксплуатацию был запланирован на июнь этого года. Я рад, что здесь такая синтез, интеграция между культурой и промышленностью, между производством и духовным развитием. И я очень надеюсь, что вот как сегодня Арсений Сергеевич говорил, на текущем этапе перед нами стоит еще новая задача. Не только сохранить и нашу культуру, а дать ему развитие именно в соответствии с новыми вызовами, новыми требованиями. И такие вот большие объекты, красивые объекты, полностью укомплектованные, очень современные объекты будут давать действительно людям возможность развиваться. И якутской культуре, нашей культура народа Саха получит новое дыхание, новое какое-то там звучание, и это будущее. Аэропорт Черского начнет принимать самолеты типа Ан-24 с 1 октября этого года. Об этом сообщили в ходе отчета правительства перед местными жителями. В этом году будут выполнены работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы на участке 1250 метров. Таким образом, с 1 октября 2022 года введенные ограничения по приему воздушных судов типа Ан-24 будут сняты. Напомним, реконструкция на объекте стартовала в прошлом году. В связи с закрытием аэропорта Черский авиационное сообщение с Нижеколымским районом организовано стыковочными рейсами компании «Полярные авиалинии» через Среднеколымск. Рейсы по маршруту Якутск-Среднеколымск выполняются на Ан-24 по маршруту Среднеколымск-Черский на вертолетах Ми-8. К другим темам. Студенты СВФУ начнут выходить на очное обучение поэтапно с 1 марта. Напомним, что студенты перешли на дистанционную форму обучения с 24 января. Данное распоряжение не коснулось учащихся медицинского института. Распоряжение о переходе на очную форму обучения подписал проректор по образовательной деятельности вуза. Согласно этому документу, с 1 марта на очную учебу возвращается первая группа учащихся, а с 7 марта вторая. Обучающиеся всех курсов заочной формы продолжают обучение в дистанционном формате. Оборудованный по всем современным стандартам конференц-зал появился в Центре доп. Образования СРГ в Ленске. Такой новинкой образовательное учреждение может похвастаться благодаря районной администрации, которая ежегодно выделяет крупные суммы денежных средств на развитие сферы дополнительного образования. Подробности у Анны Кожевниковой. Онлайн-экскурсии, видеоконференции, педсоветы, отчеты о работе творческих объединений, отбор конкурсных видеоработ и многие другие мероприятия теперь в Центре доп. Образования СРГ проводят в новом цифровом конференц-зале. Необходимость такого пространства появилась сразу с начала пандемии, когда мы начали часто переходить на дистанционный формат работы.
В 2021 году одной из задач работы нашего учреждения была цифровизация. Мы сделали удобный, современный, многофункциональный зал с доступом к различным интернет-ресурсам. Помимо внутренней работы на базе конференц-зала проводят занятия дистанционного формата преподавания на время карантина, взаимодействие с другими учреждениями района и республики в онлайн-формате. Но и это еще не все. Придя сюда, обучающиеся могут виртуально посетить музеи, выставки и всевозможные достопримечательности других городов. Например, воспитанники театра моды КРКО и творческого объединения Джеринкей в онлайн-режиме отправятся в путешествие по Народному музею Хомуса. Также конференц-зал очень удобен для наших не только педагогических сотрудников, но и для обучающихся. Когда они готовят какой-либо проект, какому-нибудь конкурсу или мероприятию, у них есть место, где они могут собраться. Сейчас очень часто в ВКС видеоконференц-связь проходит с супрарайонным управлением образования, также центр ЦРР «Юные якутяне». У нас планируются семинары, мы, естественно, готовы к любому повороту событий. С 2020 года мы уже знаем, что в любой момент можем перейти на дистанционный формат обучения. Поэтому мы готовим мероприятия, где прописываем сразу два варианта. Это очный формат и заочный. Помимо техоборудования, зал снабжен мобильной и комфортабельной мебелью. Вместо столов и стульев здесь установлены универсальные кресла с подставками. Таким многофункциональным конференц-залом может похвастаться далеко не каждое бюджетное учреждение. Но администрация Ленского района уделяет большое внимание развитию сферы доп. Образования и ежегодно выделяет крупные суммы на модернизацию СРГ. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Более 40 частных садов получат республиканскую субсидию, а 6 частных детских учреждений – федеральную денежную поддержку. Сейчас в республике функционирует 47 частных детских садов. Каждое учреждение имеет свою соответствующую лицензию и программу развития детей. Для их поддержки с 2015 года предоставляется субсидия на конкурсной основе. В этом году из регионального бюджета выделено более 106 миллионов рублей. Помимо этого, по национальному проекту «Демография» выделяется финансирование из федерального бюджета, сумма которого в этом году составляет 37 миллионов рублей. Но в региональной субсидии могут участвовать все предприниматели, которые осуществляют деятельность в сфере дошкольного образования. Это присмотр и уход, но все равно их помещения должны отвечать всем требованиям СанПин, требованиям федерального законодательства. А в федеральной субсидии могут участвовать предприниматели, которые имеют образовательную лицензию. Очередь детей для определения в детские сады большая по городу Якутску, по некоторым другим муниципальным районам. И наши предприниматели в этом нам очень существенно помогают. И очередь у нас уменьшается. Ровно 2 года назад в селе Тополиное Тампонского национального эвенского наследия торжественно введено в эксплуатацию здание детского сада «Олененок». Это детское учреждение построено по нацпроекту «Демография для детей-оленеводов». Подробности далее. Детский сад «Олененок» на 75 мест возведен по особому индивидуальному проекту. Подобного оформления в республике больше нет. На сегодняшний день в селе Тополиное 22 ребенка дошкольного возраста из кочевых семей, из которых четверть находится в стадах. Для поддержки семей оленеводов в детсаду организован консультационно-методический центр «Ринек». Осенне-зимний период, когда оленеводы приезжают в село Тополиное, мы организуем для родителей различные мероприятия, направленные на успешную социализацию детей. Весной перед отъездом в стада мы раздаем детям и родителям домашние задания с методическими пособиями, которые они должны сдать по приезду. Новый детсад «Олененок» полностью оборудован необходимой техникой и мебелью, а роспись стен в национальном колорите сделан воспитателями. Кроме традиционных комнат для игр, отдыха и сна, имеется мобильный компьютерный класс и медицинские кабинеты. Наши воспитанники могут получить первичную медицинскую помощь. Я работаю 11 лет в детском саду, и нынешние условия не сравнить с теми, что было раньше. Я с удовольствием прихожу на свою работу и работаю ради своих детей. В Тампонском районе село Тополиное занимает первое место по рождаемости детей. И вопрос строительства нового детского сада на протяжении 10 лет стоял очень остро. После многочисленных обращений селян здание по программе «Демография» было построено буквально за 1,5 года. Теперь это самое красочное и жизнерадостное место для детей оленеводов.
Мария Винокурова, Тополиная, Тампонский район. В Москве завершила свою работу международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения и инженерных систем «Акватерм». Событие познакомило участников с новейшими технологиями и уникальными разработками отрасли. Особое место на выставке занял якутский стенд компании «Саха-Липснели», резидента технопарка Якутии, территории опережающего развития Якутии. О котлах, проверенными якутским холодом, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Самое главное преимущество нашего котла – это зольный ящик, которого нет у остальных конкурентов. То есть это обеспечивает удобство обслуживания котла на много раз. Терморегулятор, огнеупорные ручки, 2 режима горения. Твердотопливный котел прошел реальные испытания холодом и спроектирован для бесперебойной работы в условиях Крайнего Севера. Так, при минус 30 на одной закладке он может отапливать помещение до 3 суток. Если дом качественно утеплен и система отопления проведена правильно, то он уже будет максимально долго гореть. Якутяне представили и новинку отрасли – воздухогрейную печь «Камелек». Установка позволяет не просто долго отапливать помещение, но и вырабатывать электричество до 50 ватт. Этого хватит и для зарядки смартфона, и для работы 10 ламп накаливания. Внутри котла стоит пластинки, которые вырабатывают электричество. Котел разогревается, элементы нагреваются и вырабатывается электрический ток. А с одной стороны у нас установлены вентиляторы. Вентиляторы охлаждают, и с разницей температуры у нас выходит электричество. Все котлы производятся по уникальным технологиям, изготавливаются в Якутии, проходят проверку холодом. Это и вызывает большой отклик у покупателей. По длительности горения мне понравился вот этот котел. То есть принцип действия, вот как теплосъем сделан. Ну и еще меня заинтересовало то, что это вот из Якутии. Во время выставки компания подписала 2 крупных соглашения с российскими регионами. Интерес проявила Монголия, Казахстан и другие страны. В планах у Липснели Арктик открытие складов в Новосибирске, а также выпуск газовых котлов. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.